Пассажирский автобус на улице Декабристов протаранил иномарку и впечатал ее в дорожное ограждение. По чьей вине это произошло, водители спорили громко и долго. В итоге к компромиссу так и не пришли. У каждого были свои аргументы. Их услышала Алина Мусина. У тебя даже шипов на шине нет, чтобы асфальт царапал. Спор о том, кто прав, а кто виноват, между водителями не заканчивался до приезда сотрудников ГИБДД. Оба настаивали на своей правоте, приводя свои аргументы. Но никто никого переубедить так и не смог. Я хорошо знаю, здесь всегда камера стоит. Мы максимум 50 едут. Эта территория постоянно камеры. Я знаю, что камера вот тут стоит. Я сам тут живу. Если ты говоришь, что 70 нету у меня. Максимум 50 есть. Ну и поэтому... 50 есть. 50 было бы, ты бы Я так и знаю, не здесь максимум скорость 40. А я могу максимум 59. Водители и пассажиры легковушки говорили о том, что хотели повернуть направо во двор и уже перестроились на автобусную полосу. Поворотник включили уже заранее, перестраивались. То есть там вот метров за 20 был видно то, что мы уже были на автобусной полосе. И вот там у нас, получается, в жопу догоняет. Ну и тащит нас вот до сюда, собственно говоря. Там видно следы, как у нас вот от шипов. То есть тащит до сюда просто и все. Водитель автобуса же считает, что иномарка его попросту подрезала. Причем дважды, и уйти от удара он никак не мог. Резко нажать на тормоз тоже, так как в этом случае пострадали бы пассажиры. Поворотник один раз хочет поворачивать. Я моргать сделал, даже сигнал не успел. Он пропустил меня. Пропустил, я тормозал. Он второй раз. Я полную направо забрал, все равно я не успел. Момент столкновения, вероятнее всего, зафиксировал видеорегистратор, установленный в кабине автобуса. С большой вероятностью именно благодаря этой записи автоинспекторы и определят, кто же действительно нарушил правила дорожного движения. Алина Мусина, Айрат Назипов, Ильнар Хатыпов. Вызов 112.